Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Галмедиа. С вами Аманда Поня и коротко о главном. Депутаты Галского районного собрания выдвинуты 14 человек, 11 кандидатов от партии Амцахара. Медицина народная и традиционная, или как найти золотую середину. Репортаж Галмедиа. Возвращение к книгам. Мамука Микая развивает в Гале идею уличных библиотек. В депутаты Галского районного собрания выдвинуты 14 человек. Как сообщил Галмедиа, председатель Галской районной избирательной комиссии Джун Гулария, всего выдвинуто 14 кандидатов. 11 кандидатов выдвинула партия Амцахара, 2 инициативные группы, 1 партия Форум народного единства Абхазия. В собрании Галского района избирается 11 депутатов. Голосование пройдет 8 ноября. Неделя абхазского языка проходит во всех школах Галского района. В средней школе села Хяцха утро началось с традиционной линейки под звуки гимна Республики Абхазия. Ребята сами спели гимн своей страны. Неделя абхазского языка завершилась в Галском районе. В эти дни во всех школах проходили открытые уроки, кружки, творческие встречи и выступления, посвященные родному языку. Так, в школе села Хяцха утро началось с исполнения гимна. Дети спели его на абхазском языке. В классах звучали стихи, проходили диктанты, театральные постановки. Все это помогло ребятам ближе прикоснуться к красоте и богатству родной речи. Завершилась неделя ярким праздничным концертом в первой школе города Гал. Танцы, песни, стихи. Каждое выступление было проникнуто любовью к родному языку и уважением к своим традициям. Сегодня в нашей школе был вечер, посвященному Дню абхазскому языку. В нем приняли участие, естественно, ученики нашей школы. Они внесли большой вклад, трудились целую неделю,
За неделю мы в классах провели организационные моменты, провели кружки, читали стихи, пели песни. На каждом уроке мы проявляли любовь к языку, к родине. А сегодня у нас был уже завершающий концерт, и в котором показали себя хорошо. Были прочитаны стихи про язык, про родину, спеты песни и, естественно, история происхождения абхазского языка. Абсойжлар икун хопсны рыдысна паларсты хоп ари абысшаамш икуйлайт ижайт абсубысша абсны. Знание родного языка – неотъемлемая часть культурного наследия, ведь именно в языке отражается история, душа и традиции народа. В школах Абхазии это понимают как нигде, поэтому неделя абхазского языка стала настоящим праздником культуры и любви к своей родине. Тая Басари, Александр Хуторов, Гал Медиа. Медицина народная и традиционная, или как найти золотую середину. Репортаж на эту тему сняли наши корреспонденты. И, как оказалось, все больше специалистов склоняются к мнению, что при грамотном подходе и взаимодействии между официальной медициной и альтернативными методами можно добиться наилучших результатов. Слово Тайбасария. Раньше люди больше доверяли народным средствам. Ими лечили простуды, раны и другие недуги. Сегодня на первом месте традиционная медицина, основанная на науке. Но интерес к нетрадиционным методам снова растет. Главное – находить баланс и всегда советоваться с врачом. В современном мире все больше специалистов стремятся заботиться о здоровье человека не только с помощью традиционных медицинских средств, но и обращаются к альтернативным методам. Все это находит отклик у тех, кто ищет более мягкий, естественный, другими словами, природный путь к выздоровлению. Сторонники нетрадиционных методов подчеркивают, что такие подходы часто оказывают щадящее воздействие на организм, не вызывают серьезных побочных эффектов и способствуют комплексному восстановлению организма, а не только устранению симптомов. Однако профессиональные медики напоминают, любые методы должны использоваться разумно и ни в коем случае не заменять полноценную медицинскую помощь. Нетрадиционная медицина свой положительный эффект дает в том плане, что побочных эффектов иногда меньше, чем, допустим, нетрадиционные препараты часто может быть вызвать и аллергические реакции, но есть положительные. В основном бывают случаи, когда сам пациент очень доволен и часто отмечают положительные результаты. И у меня были пациенты с положительными результатами, поэтому сейчас прямо говорить о том, что это очень плохо и нельзя и так далее, так не буду афишировать, что это противопоказано, очень плохо и не употреблять и так далее. Но если есть моменты, когда правда пациенты довольны, и когда пациент доволен, тогда, конечно, это очень хорошо. Это какая разница для пациента, это не традиционно или традиционно. В аптеке покупает препарат или где-то частно покупает. Поэтому, но все равно относиться к этому надо очень осторожно, очень аккуратно, чтобы серьезных осложнений не было. Серьезные осложнения – это местная аллергическая реакция или общая аллергическая реакция, или ожог, или инфицирование каких-то ран. Бывает, что при ожоге в основном часто употребляют мазь, гель, приготовленный в домашних условиях, и часто инфицируется, нагноивается и так далее. Сегодня особенно важно найти золотую середину между научным подходом и традиционными знаниями. Многие врачи не отрицают пользу некоторых народных рецептов, но настаивают на необходимости комплексной диагностики и соблюдения стандартов доказательной медицины. Есть для маленьких детей приготавливают какие-то растворы. Вот здесь очень риск большой и опасность для детей. И часто бывает у пациента, у детей в основном диарея, другие осложнения и так далее. И педиатры в основном не рекомендуют это применять. И были случаи, что пациенты из-за печени употребляли какие-то растворы, были осложнения.
Но еще раз повторяю, есть случаи, когда пациенты довольны. Самое главное, чтобы вред не приносил пациенту, а результат будет или не будет, это тоже другой момент. Но есть психологические моменты, когда пациентам нравится это, довольны и часто даже сопротивляются, как это так, это очень хорошо действует на меня и так далее. Поэтому я все равно рекомендую очень осторожно принимать или употреблять средства, приготовленные в домашних условиях. Так называемые традиционные препараты с нетрадиционным сравнивать, конечно, это неправильно и очень сложно, но когда пациент доволен, тогда не сопротивляемся. А если нет, ну что сказать, что делать. Но все равно я рекомендую сначала проконсультироваться у врача, там, терапевта или у других специалистов, которые могут вам согласие дать, рекомендации или как применять, или каких дозах и так далее, если есть такие, конечно, случаи. Но обращений насчет этого, конечно, очень мало и практически нету. В основном к нам обращаются уже осложненные пациенты. А то, что довольные пациенты, это при других случаях, когда к нам обращаются, уже говорят, что мы уже применяли какие-то препараты, и у нас хороший результат. Поэтому сейчас балансировать это хорошо или плохо очень сложно. В нашем городе живет Дали Кецбая, которая изготавливает 2 вида натуральных лекарственных средств. Одна для заживления ожогов, другой для поддержки дыхательной системы. Женщина рассказала нам, что использует только природные компоненты, лечебные травы, пчелиный воск, масла. Люди обращаются снова и снова, рассказывает Дали. Но я всегда говорю, при серьезных симптомах идите к врачу, подчеркивает народный целитель. 4-10 წელივე ჩქი მუმაშეთ ენა მაქი დიბგურეთ ეწამალეფიდო მუზმა კოჩმაპ გნოსკილადირ მუზმა კოჩმაპ ნასკილიდებ ნაჭვიშ წამალშენ ფილტვეფის წამალშენ დო უებარ წამალირე ნამდვილად მუთუნ მუდავარე თენა მუჭო იფრელი მუდაში წამალეფრე აფთიაკის წამალეფრე დო მუჭო ნაჭვის წამალს უღუ ზალატაია სემიჩკა თოფორ სანთელ დო მუშ პრიპასეფი დო მუშ იფრელინ თენა რე თე წამალს მაგალთო ნაჭვის წამალს თენა ფილტვეფის წამალი რე მცენარეულშე თოფურშე კვერცხის გურიშე ოდო სხვა დანარჩენებ ხოლო იფრელ თაკ ოკათ უებარ ჯგირ წამალირე ეჩიდო ართი დღაშ დინახალე თენა ფილტვებში კოჩს კიდუ ნაჭვის წამალშე პირველდო მაჟია ხარისხ ვითოჟირ დღაშას კირო მასმადო მანხასტატიაში ეჩდო 4 დღაშას კიდუნდო მუთუნ შრამს ვეგიოხუნუანს თე წამალ თითალ უებარ მალამორე თენა სუმ ლიტრა თენა მა უჭმარეს კი გიბჭრე თენა ოფუნაფალე ორგილაფარლე სოდგარენ სუმ 4 საათჩო თენას გავათენ თე სუმ ლიტრა შოლამას თენა ხოლო თეშ ფილტვეფის წამალ ხოლო თეშ 10 წამალეფით მა სოთინ ვამალნე მუშენდა უკვე ხალხის უჩქთეჩკი მწამალ თაკდო ამდღა არტ ჟირ სუმკოჩ იშენ ქმოურს ვარდათი წამალოკო ვარდათე წამალოკონდო თეშ ომსახურუკ მათ ეკათას ბაღანაკ ხოლო 10 შიშო კოტოს ქანა ჩანუხედო 10 მეჭაბილირ თეხელებ ორადილაფუთ თეხედო თებაღანას თენა მა გოუნწყე 10 ოდო ამდღა შენარჩუნებულა ბაღანაზო ქმოურს დაგადა წოხოლე გიწომხორანანთი ჯიმას კუარდუ ბარღებში ოდო თიბოშთა ქმოურსუნ სკანხელებ მიღუნია დალიბებიავა მერაგად რუსეთის ყაზახისტანს სვერლოშკიშე სპეციალურო მორთეს ჩკიმწამალშადო იღეს ენი სოხუმდო რაიონდო გაგრადო ენებს შურო მუთუნ ენა ორაგადევარე თიზმა ხალხ მოურს მთელი აფხაზებ ირკოჩ
ირკოჩ მირაგად თქვა დღასოკო ვაღურათია თეჯგურა წამალ გიჩკუნანია თქვან ოჯახის ქდაგურეთია შტამომავლობად ქდიტეთია თენა მუჭო ჩკიმუმაკ მად მოგურუ თენადო მუჭო мавортук асете წამალსნთეჩ. Иногда народная медицина бывает действительно полезной, особенно как дополнение к основному лечению. Но нужно быть очень внимательными. Не каждое натуральное средство безопасно, и главное, нельзя затягивать с обращением к специалистам при серьезных заболеваниях. Таким образом, все больше специалистов склоняются к мнению, что при грамотном подходе и взаимодействии между официальной медициной и альтернативными методами можно добиться наилучших результатов. Главное – сохранять критическое мышление, не отказываться от диагностики и не заниматься самолечением. Тея Басария, Александр Хуторов, Гал Медиа. Сухумский аэропорт завершил летний сезон регулярных рейсов 25 октября. В зимний период частота полетов будет снижена в соответствии с сезонным спросом, сообщили в Министерстве экономики. Правительства Абхазии и России совместно прорабатывают меры по поддержанию стабильного авиасообщения между Сухумом и Москвой. В ведомстве уточнили, что запланировано сохранение регулярных рейсов по средам и субботам на 50-местных самолетах типа «Бомбардир». С момента возобновления авиасообщения 1 мая пассажиропоток международного аэропорта Сухум составил более 118 тысяч человек. Визит абхазской делегации на гастрофорум в Красноярск станет важным шагом для дальнейшего сотрудничества и развития экономических отношений между Абхазией и Красноярским краем, отметил вице-премьер Абхазии Вараздат Минасян в интервью телеканалу «Енисей». Как сообщает «Спутник Абхазия», он подчеркнул, что между Абхазией и Россией существует стратегическое партнерство, а совместные проекты, включая восстановление капитального ремонта колледжа по соглашению президента Бадры Гунба и первого замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, направлены на повышение качества образования и сервиса. Сегодняшний наш визит, да, он впервые, но я думаю, что он будет способствовать дальнейшему сотрудничеству и развитию, и в том числе и экономических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, Красноярским краем в целом. Так что есть над чем работать, и я уверен, что у нас все получится, мы будем взаимодействовать, и будет плодотворная работа проведена в любом случае. Так что в этом ключе и будем дальше развиваться, так как Российская Федерация – это наш стратегический партнер, мы живем в мире и согласии, что да здравствует дружба между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. То у нас есть договоренность между Бадрой Зурабовичем Гунба, да, президентом Республики Абхазия, и Сергеем Владимировичем Кириенко о восстановлении капитального ремонта колледжа. Да. И вот эта вот средняя линейка, которая для нас очень важна на самом деле, это вот еще одно будет такое, как сказать, учреждение, да, которое привлечет студентов именно в этом направлении. Да. Это что говорит о том, что мы повысим качество обслуживания и сервиса. Вот здесь, как на форуме сказали, да, это сфера обслуживания. Да, помимо радушного приема, да, вот именно вот второе, то, что нужно, красиво подали, да, там приятно вас встретили, сулука. Вот этот будем очень сильно развивать, и в этом нам очень сильно помогает Сергей Владимирович. Ему за это отдельная благодарность от всей страны и народа Абхазии. В наше время современных технологий, когда художественная литература в книжных изданиях оказалась перед серьезным вызовом, Мамука Микая развивает в Гале идею уличных библиотек. Тему продолжит моя коллега Тея Басария. В наше время художественная литература в книжных изданиях оказалась перед серьезным вызовом. Смартфоны, социальные сети и бесконечный поток коротких видео отвоевали у книг внимание миллионов людей, особенно молодежи. Все реже можно увидеть подростка с томиком классики или увлекательного романа в руках. Экран почти полностью вытеснил бумажные страницы. Но в городе Гал нашелся человек, решивший бросить вызов этой тенденции. Учитель истории Мамука Микая не стал сетовать на век технологий, а задумал изменить ситуацию своими силами.
Вдохновившись идеей буккроссинга, свободного обмена книгами и концепцией уличных мини-библиотек, он подготовил проект, подал заявку на грант в фонд Амшра и одержал победу. Проект «Книжные домики», или по-другому этот проект еще называется «Свободная уличная библиотека», до сих пор существует и функционирует в нашем любимом городе. Я запустил данный проект при помощи общественной организации Амшра. И, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить именно представителей этой организации за такую возможность, потому что мне кажется, что этот проект является одним из интересных проектов, который был осуществлен в нашем городе. Это металлические конструкции, которые расположены и установлены в парковой зоне нашего города. А металлические они потому, что, как вам известно, металл самый устойчивый материал к погодным условиям, к внешней среде и к вандализму, что очень важно. До сих пор наши книжные домики, они стоят в целостности и сохранности почти уже 3 года. Это, скорее всего, долгосрочная инвестиция в культурное будущее нашего города. Так, в середине декабря 2023 года в самом сердце Гала появились 2 аккуратных книжных домика. Небольшие, но очень уютные уличные библиотеки. Изначально, когда мы устанавливали книжные домики, мы хотели именно разработать следующую концепцию. Концепцию доверия и обмена. То есть у нас было очень много потенциальных читателей, которые интересуются художественной литературой, фантастической литературой и так далее. Но изначально, когда мы именно имели определенные, скажем так, правила, и расписали мы эти правила по пунктам, то есть каждый потенциальный бенефициар, он должен был взять свою любимую книгу, но взамен должен был положить другую книгу. Но вот эта вот ответственность за круговорот книг немного отсутствует на сегодняшний день. Почему? Потому что мы видим то, что книжные домики иногда пустые. А пустые они потому, что в основном те люди, которые являются участниками, скажем так, круговорота этих книг, они берут интересные новые книги, но при этом не приносят взамен никакую книгу. И в соответствии с этим мы испытываем, скажем так, истощение именно запаса книг. И мне самостоятельно приходилось очень много раз восполнять фонд книг своими определенными ресурсами, которые имелись. Кстати, хочу отметить, некоторые школы мне помогали в этом. Они запускали акцию, собирали книги, и мы частично восполняли именно пустые книжные домики. Каждый прохожий теперь может открыть дверцу, выбрать книгу по душе и взять ее с собой, а затем вернуть или принести что-то свое. Проект быстро привлек внимание жителей. Люди начали останавливаться, рассматривать обложки, листать страницы, общаться между собой. Я думаю, что все у нас получится, потому что в нашем районе есть читающая молодежь, которая интересуется именно книгами, литературой. И я уверен, что в будущем мы не будем испытывать такие проблемы. Я хотел, чтобы книги снова стали частью городской жизни, рассказывает Мамука, чтобы чтение не ассоциировалось только с школой или библиотекой, а воспринималось как удовольствие, доступное каждому и в любое время. Сама идея проекта очень проста. В эпоху цифровых гаджетов, которые заполонили, скажем так, нашу повседневную жизнь и наше свободное время, я хотел создать осязаемый социальный призыв. Остановись и возьми в руки книжку. И моя основная цель, которую я преследовал в рамках осуществления данного проекта, это прежде всего популяризация чтения именно бумажных книг среди населения нашего города, нашего района, потому что все-таки шелест страниц, текстура бумаги, запах переплета – это уникальный сенсорный опыт, который не заменит ни один экран. Значимость этих маленьких библиотек трудно переоценить. Сегодня они стали не просто местом обмена книг, но и символом доверия и общения. Нам удалось изменить даже мир одного ребенка, рассказывает Мамука.
Эта история связана с типичным подростком-школьником. Он является представителем, получается, поколения альфа, то есть гаджеты, смартфоны, виртуальность – это часть их повседневной жизни. В его мире, значит, получается, вот через тот самый маленький экран смартфона, который он использует и очень много времени тратит на это, постоянно принимает участие в разных, скажем так, онлайн-играх, смотрит короткие видео, ну и проводит достаточно огромное количество времени. И у него возникли сложности с освоением гуманитарных дисциплин в школе, то есть такие дисциплины, как литература, история, допустим. То есть это те предметы, где требуется прочтение очень много книг, дополнительной литературы. Так вот, один раз, когда он находился в парковой зоне нашего города, он ждал своего друга после занятий, с которым он должен был встретиться. И когда он его ждал, он наткнулся как раз-таки на один домик, он заинтересовался, открыл полочку, и его взгляд упал на одну книгу. У книги была мягкая обложка, я даже помню название этой книги, она называлась «Сфера». И в этой книге рассказывалось о выживании в космосе. То есть это такая интересная, но выдуманная история была. То есть получается, так как он занимался, скажем так, онлайн-играми, то именно содержание этой книги перекликалось с тем, чем он занимался в свободное время. И это его очень сильно заинтересовало. И он начал именно читать эту книгу, пролистывать. Затем он первый раз в жизни погрузился очень глубоко в этот удивительный мир литературы. И в дальнейшем он просто отложил смартфон в сторону и увлекся чтением. Об этом, кстати, мне сообщили родители. Они мне написали сообщение с благодарностью. На самом деле это один из таких позитивных примеров, которые я могу сказать с гордостью, то, что все-таки та основная цель, которую мы преследовали, она удалась. Сегодня проект Мамуки Микая – это маленький, но вдохновляющий пример того, как одна инициатива способна изменить культурную атмосферу целого города. А возможно, именно с таких шагов и начинается возвращение интереса к чтению, шаг за шагом, страница за страницей. Тея Басария, Александр Хуторов, Гал Медиа. Гальские спортсмены, призеры турнира памяти Нури Багателя. С 13 по 15 октября в городе Гагра проводился открытый турнир по вольной борьбе памяти героя Абхазии, мастера спорта СССР Нури Багателя. В турнире принимали участие спортсмены из города Гал, которые завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. Первое место занял Давид Кубали, а второе место у Андрея Худжава. Третье место заняли Давид Харибава и Мате Речия. Команду к соревнованиям подготовили тренеры по вольной борьбе Бесик Гвилия и Назим Кукая. На этом наш выпуск завершен. Уважаемые телезрители, следите за новостями Галского района и всей республики вместе с телеканалом Галмедиа и редакцией информационной программы «События недели». До новых встреч в эфире.